Кыргызстанцы, минувшие дни стали очередным испытанием на прочность нашей независимости, нашей свободы, нашей демократии, нашего многонационального согласия и единства народов нашего прекрасного Кыргызстана. 4 октября 2020 года должны были состояться исторические выборы. Народ выбирал не просто Жогорку Кеңеш, народ выбирал будущее, народ выбирал надежду, народ выбирал обновление, народ выбирал справедливость. К сожалению, власть оказалась слепа к чаяниям народа. Уроки двух народных революций 2005 и 2010 годов были забыты. А как говорится, кто забывает уроки истории, обречен на ее повторение. И как мы видим, история преподнесла очередной урок нашему народу. И особенно очередной урок власти. Власть всегда должна служить своему народу и принимать его выбор. 4 октября победа народа, победа нашей молодежи была украдена и послужила толчком к началу масштабного политического кризиса. Сегодня уже очевидно, что мы не можем сравнивать эти события. Осень 2020 года открыла новую страницу в истории возрождения национального самосознания. Такого количества людей разных возрастов, разных национальностей, разных политических взглядов единым фронтом, выступившие против беззакония, против произвола, применения административного ресурса, подкупа и фальсификации страна еще не видела. Мы перестали делиться на этносы и национальности, на северян и южан, на соплеменников и односельчан. В эти дни мы все стали кыргызстанцами, единым и многонациональным народом. И теперь так будет всегда. Мы не позволим трайбализму взять верх. 5 октября народ сказал свое слово. Уважаемые соотечественники, моя цель – установить справедливость в стране. Реальная борьба с коррупцией. Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов. Я, как никто другой, лучше знаю и испытал на себе, что такое быть политическим узником. Знаю и сегодня, многие политики были осуждены по политическим мотивам. Но сегодня у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства. Безусловно, в случае замешательства кого-либо в коррупции, каким бы политическим лицом он ни был, будет привлечен к уголовной ответственности. В этой борьбе нужна нам ваша помощь. Отныне судебная реформа будет вестись не аппаратом президента, а под контролем общественности. Прежде всего, мы поставим точку в деле о выводе $700 миллионов США из Кыргызстана, а основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказание перед нашей страной по всей строгости закона. Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам, и мы сможем предоставить результаты этой работы в ближайшее время. Борьба с коррупцией – это не переполненные тюрьмы, это не вседозволенность правоохранительных органов. Борьба с коррупцией – это понятные, простые и исполнимые законы, которые работают для всех одинаково. Здесь хочу отдельно остановиться на вопросах борьбы с криминалом. С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах. Уважаемые соотечественники, в своем выступлении о молодежи хочу отметить. Для молодежи начнется новая страница нашей истории. Молодежь станет активным проводником государственной политики нашей страны. Именно вы, молодежь разных возрастов и национальностей, стояли 5 октября на площади Алато, готовые отдать свою жизнь ради будущего нашей страны.
Мы все скорбим о погибшем герое, 19-летнем парне из Баткена, который погиб, борясь с этим беззаконием. Именно вы будете вершить политику нашей страны в ближайшие годы. Мы вместе с вами изменим кадровую политику. Именно поэтому мы создадим равные условия для прохождения в парламент самых разных политических сил. Но молодежная, национальная и гендерная квоты будут сохранены обязательно. Молодежь уже доказала свою конкурентоспособность на политической арене. Теперь они должны отстоять свои позиции на предстоящих выборах. Уважаемые кыргызстанцы, об экономике и реформах. Ближайшие месяцы станут самыми трудными для нас всех. Прежде всего, нам необходимо стабилизировать экономическую ситуацию, восстановить доверие инвесторов и обеспечить гарантии защиты и безопасности для наших предпринимателей. Мы создадим специальный комитет по реформам, который изменит сам подход в управлении экономикой нашей страны. Новое время требует также новых подходов в системе государственного управления. Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов. Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Оптимизацию мы начнем с аппарата президента и правительства. Сейчас мы должны открыто признать, что копившиеся в последнее время вопросы многие руководители просто откладывали в долгий ящик. Результатом стала неготовность системы здравоохранения к пандемии COVID-19, а также отсутствие цифровой системы предоставления государственных услуг и обучения. Опора на кредиты и гранты стала преступной политикой в управлении финансовой системой страны, а не прозрачный механизм их распределения, основой для системной коррупции в системе государственного управления. Мы начинаем ревизию по кредитам, взятые на борьбу с COVID-19. И это только верхушка айсберга. Главные задачи, которые нам предстоит решать в ближайшие дни. Уважаемые кыргызстанцы, я с полной ответственностью заявляю, что все свои возможности, знания, профессиональный и жизненный опыт направлю на созидание и развитие нашей страны и благополучия народа. Только с вашей поддержкой мы можем преодолеть все трудности и выйти из этого кризиса. Еще раз выражаю огромную благодарность всему народу. Низкий вам поклон.